одного учителя русского языка, который на вас подписан, не ругался. На самом деле все правильно, ребят. Навык публичных выступлений нужен абсолютно каждому человеку, будь ты блогер, будь ты юрист или ну, вообще человек из любой профессии. И сегодня мы с вами немножко познакомимся с навыками ораторского искусства. Но прежде чем мы с вами начнем напрягаться умственно, нам с вами нужно немножко взбодриться. Итак, сейчас я попрошу вас всех встать. Да. Итак, мне будут помогать наши любимые блогеры, кураторы Александр Ситников, так, Олеся Дмитриева, Ильнариус Татариус. Я попрошу вас выйти к нам. Так. Ага. Итак, сейчас мы с ребятами будем показывать вам различные движения. Ильнар, давай вот сюда. Ага. Итак, сейчас каждый из наших блогеров, кураторов покажет свое фирменное движение. Ваша задача за ними повторить. Итак, вы готовы? Ильнар, давай ты начнешь первым. Так, давайте повторим. Так, отлично. Александр, твое движение. Так, о, интересно. Отличное движение. Так, Олеся. Смотри. Отлично. Ну что ж, Павел, ваше движение. Так, отлично. Какое классное удмуртское движение, да, вот мы даже не знали. Ну что ж, ребят, давайте похлопаем нашим блогерам, нашим кураторам. Это было очень весело. Итак, ну что ж, я думаю, что вы немножко взбодрились, потому что сейчас вас ждет очень интересное выступление на тему «Как перестать бояться выступать на публику». Сегодня у нас наш спикер Айваз Садыров, ведущий, сценарист, ведущий телеканала ТНВ. Давайте поприветствуем его. Вау! Шеп. Ипташлар, biz bugun bunda bir necha tilda сөйлешебез аңлаучы. Меня заранее предупредили, что будем говорить на двух языках, на татарском и на марийском. Да? Нормально будет? Отлично. Кем татарша аңламый? Хотя каян аңласын, мен татарша сұрадым бит алардан. У кого, когда я говорю на великом языке тукая, в ушах звучит такой звук. Поднимите, пожалуйста, ручки, чтобы я вас запомнил, чтобы было всем комфортно. Да. Не волнуйтесь, Ильнас сегодня постарался, пригласил профессионального переводчика с татарского на русский, с русского на татарский, человека с двумя филологическим образованием. Встречайте, это я. Давайте договоримся так. Будем для комфортно общаться на двух языках. Татарща и на русском. Договорились? Сегодня у нас тема очень интересная. Во-первых, интересна она мне самому, потому что половину своей деятельности, пути я, в принципе, даже не задумывался о том, что такое страх, точнее, не задумался о природе страха. Знаете, когда я начинал вести, а мой путь длится где-то 15 лет, общий стаж моей работы на радио, телевидении 15 лет, и практически половину из них я даже не думал, я даже не задумывался о том, точнее, я неоднократно встречался со страхом, особенно в первые годы, но не задумался о том, что страх можно победить, если узнать и разгадать
некоторые секреты, если понять, что такое страх, и знать некоторые приемы, можно со страхом даже подружиться. Поэтому ораторское искусство довольно-таки интересная тема тем, что его можно изучать очень долгое время. Отдельно можно изучать лингвистику, отдельно личный бренд, отдельно суть содержания выступления. Поэтому я возьму мизерную часть этой прекрасной тематики. И сегодняшняя тема, сегодняшний разговор будет в первую очередь связано со страхами публичного выступления и, конечно же, приемами борьбы с этим страхом. Пожалуйста, Ильнас, сен айында хазырында 5 минут сайын басып тұра керек болады. Боятся абсолютно все. Главное, надо понимать, что страх– это абсолютно нормальная эмоция человека, не то что нормальная, а даже нужная, потому что страх– это в первую очередь инстинкт. Без страха бы мы просто не жили бы так, как жили, потому что именно этот страх, этот инстинкт помогает нам существовать и опасаться чего-то, конечно, поэтому предпринимать определенные шаги. Поэтому боятся все. Есть люди, которые не боятся, но это уже аномалия, это уже патология. Таких людей лечат. Вот есть у нас в зале кто-нибудь, кто вообще не боится ничего, не испытывает ни одного страха? Бір нәрсені қорықмайсың ба? А, прекрасно, прекрасно. А есть люди, которые меня не понимают? Тогда давайте начнем с этого вопроса. Есть люди, которые не испытывают страх вообще? Но давайте, есть люди, которые не испытывают публичный страх. Есть люди, которые спокойно выходят на публику и не мандражируют, не дрожат. Могут спокойно целый час смотреть на тысячную аудиторию, говорить, выступать. Вы совершенно не боитесь. Я вас разочарую. Ваша теория неверна, потому что вы, скорее всего, еще не выступали перед той аудиторией, которой бы боялись. Вот та аудитория, которой выступали. Перед какой аудиторией вы не боитесь? Перед сокурсниками. Представьте, что собрались ваши преподаватели. Представьте, что 20 преподавателей, надо будет перед ними выступить. Сможете? Без проблем. Перед президентом сможете? Проверим. Я пригласил специально президента, Рустам Нургалевич. Нет, на самом деле, возможно, вы даже сами еще не понимаете, что такое страх до того момента, как с этим страхом не столкнулись. Потому что есть такие выступления, которые… Все зависит от контекста. Все зависит от контекста, потому что есть такие выступления, которые, казалось бы, тебе кажется, что совершенно не страшно, но в моменте, исходя от контекста, от темы, от людей, которые тебя слушают, от той ответственности, любой человек боится. Любой человек должен бояться. Заберите ее, пожалуйста, если она не боится. Есть у вас специальная комната для таких, да? Поэтому надо понимать, в первую очередь, если вы боитесь, надо понимать, что боятся абсолютно все. Да и вообще, для чего я затронул эту тему? Сегодня здесь у нас собрались люди, которые желают, мечтают или уже стали публичными, блогеры, учителя, преподаватели. Чтобы направление понимал, кто сегодня здесь находится, в будущем, кто эти люди. Да и вообще, давайте зададим так вопрос. Для чего вы проходите эти курсы? Для чего вы встречаетесь со спикерами? То есть какая линия? Это блогерство? Это блогерство, верно? Сегодняшний блогер– это человек не только выступающий через экраны смартфонов и телефонов, это довольно самостоятельный человек, которого в определенный момент его карьеры будут приглашать на встречи, на разные мастер-классы. И, конечно, этому человеку нужно подготовиться к выступлению и в первую очередь побороть свой страх. Ильнас, утра, пожалуйста, минус мастер керек была. Надо понимать, что самое главное правило борьбы со страхом– это выход из зоны комфорта. Что я под этим подразумеваю? Мы, не зная, что нас ждет, точнее, мы всегда боимся того, что нам неизвестно. И поэтому у нас бывает, что есть привычная среда, да, выступления. Например, мне совершенно нормально выходить на татарских концертах, вести концерты. И мне это, так как у меня есть опыт, так как у меня есть уже наработанные годы, мне совершенно комфортно. Но
предложи мне провести, не знаю, чемпионат мира по футболу, это уже новый уровень, это совершенно новая стадия ответственности. И, конечно же, обладая хоть 50-летним стажем выступления на татарских концертах, я обязательно буду ну, бояться чего-то, бояться этого выступления, бояться этого нового, нового эксперимента. Поэтому первое правило – всегда старайтесь выходить из зоны комфорта, всегда соглашайтесь на разные, особенно публичные предложения. Если вам предложили провести какое-либо интервью, если у вас до этого не было каких-то публичных выступлений, беритесь, пока не возьметесь, пока первый шаг не сделаете, пока не выйдете из зоны комфорта, вы никогда не узнаете, что это такое, и будете бесконечно бояться. Есть такие проекты, которые своей масштабностью, конечно же, каждый раз, когда даже мне предлагают, так как нет этого опыта, меня пугают. Но я для себя выработал одно правило. Всегда нужно сделать первый шаг, главное согласиться, потом уже, потом уже в процессе подготовки можно понять, что это такое, как готовиться к нему. Поэтому всегда на все соглашайтесь, на разные эксперименты, конечно, исходя от этичности предложения, но выходите, максимально выступайте. Кто-то, может быть, желает свои силы проверить в стендапе. Попробуйте выступить в роли комика. Возможно, у кого-то есть желание попробовать себя в роли актера. На сегодняшний день есть много кружков разных театральных курсов. Поэтому, если у вас желание есть, не бойтесь, всегда беритесь за что-то новое, связанное с публичным выступлением. Вообще страх на чем строится? В первую очередь у людей, которые выступают публично, страх строится на 3 первобытных страхах. Первый страх, Ильнас, это страх осуждения авторитетом. Когда я вас спросил, не боитесь ли вы выступить перед преподавателями, сказали нет. Но 99,9% присутствующих мне, скорее всего, ответят, что они боятся в первую очередь именно осуждения. Осуждения, критики авторитетных им людей. Это преподаватели, которым, на их взгляд, им покажется, что они досконально его слушают, смотрят, наблюдают и обязательно запомнят его какие-то косяки. Поэтому в первую очередь страх именно на таких публичных выступлениях – это страх осуждения авторитета. Авторитет – это может быть, опять же, твой же друг, да, который тебе близок, и всегда, когда тебе человек дорог, выступление перед ним вызывает у тебя страх. Второй страх – это изгнание из племени. Почему я назвал первобытным? Потому что первобытные племена всегда жили вот сообществом, и для них самый первый страх – это был изгнание. Если что-то не так, если он не подчиняется законам племени или вождя, его изгоняли, а изгонение означало верную смерть, конечно же. Поэтому здесь, понятное дело, из племени никто изгонять не будет, но неким изгой, неким человеком, который не примет общество, это большой страх. У многих в группах, в курсах, в школах всегда есть такой страх. И всегда есть такие примеры людей, которые изгоняют из массы. Они в основном отдельно, возможно, это интроверты, но отдельно как-то от групп существуют, живут, и в интересах они не связаны. Поэтому этот страх у всех есть. Третий страх – это заявить себя лидером. Вот это самый большой страх, который существует у спикеров. Спикер, как вы понимаете, это человек, у которого в руках микрофон, а микрофон – это некий символ такой власти. Я могу вас перекричать, я могу управлять процессом, и я себя заявляю лидером. И не у каждого есть природное качество лидерства. И, конечно же,
среднестатистический человек всегда боится заявить себя лидером, потому что от этого исходит и изгнание, и непринятие. Поэтому вот 3 страха, которые надо понимать. Я почему начал свое выступление с фраз «я долгое время не понимал природу страха и не осознавал, что такое страх», потому что я глубокие познания не проделывал. Потому что, когда я уже задался этим вопросом, я начал, опять же, из теории. Вот когда я искал ответы на мой вопрос, без неких теоретических моментов ответить на эти вопросы было невозможно. Поэтому, чтобы мы понимали, как нужно действовать, надо понимать природу. Вот есть три вида страха, которые вы, главное, запомните и понимаете. Да и любое знание невозможно без теории. Да, теория, казалось бы, самая скучная часть, но теория всегда помогает понять структуру и суть. Я для себя в свое время решил, что можно подружиться со страхом. Неоднократно, не только я, да, у меня 15 лет стажа телевизионного радио, но у многих профессионалов, у которых стаж намного больше, чем у меня, страх всегда присутствует. Я общался и с народными артистами, и с ведущими, и с публичными людьми не из сферы медиа. У всех есть страх. Вне зависимости от выступлений, вне зависимости от выходов на публику, у всех есть страх. Это нормально, я уже об этом говорил, потому что каждый раз человек берет на себя ответственность, да, ответственность сделать что-то полезное, доброе, чтобы его приняли, и эта ответственность у него вызывает страх. Стресс, если говорить более биологическим термином. Так вот, можно подружиться со страхом, понимая, что у страха есть свои стадии. Вообще, когда человек готовится к любому выступлению, вот он переживает в пяти моментах, в 5 стадиях. Первое – это во время подготовки к выступлению. Вспомните себя, когда вам нужно что-то рассказать, выйти на публику. Как только вам сообщили информацию, за месяц, за 2 недели, за полгода, у вас есть первый стресс, первый страх о том, что меня что-то ждет, надо что-то делать, надо готовиться, у меня пока ничего нет. Вот это самый первый стресс, самый первый страх. Вторая стадия – это в ночь перед выступлением. Вообще, первая стадия может длиться долгое время. То есть, если вам предупредили о том, что у вас через месяц выступление, вы 29 дней будете вот в этом напряжении. Да? В этом напряжении. И каждый день, который приближает именно эту точку, именно ваше выступление, будет вас держать напряжение в страхе. Конечно, у каждого он разный, да, но, поверьте мне, я видел таких людей, которые целый месяц в ожидании своего выхода теряли аппетит и сон, и 29 дней они жили в ожидании этого дня не с точки зрения наконец этот день наступит, и я выступлю классно и проведу мастер-класс, а с точки зрения физряк узапки цениде. Лишь бы это все быстро прошло. Понятное дело, такие выступления не имеют никакой пользы. Им главное, чтобы быстренько выступить без никакой пользы и отстреляться, как говорится, и выдохнуть. Но это неправильная логика. Поэтому я вам сегодня дам несколько приемов, которые облегчат вам работу со стрессом во всех стадиях. Вторая стадия – это ночь перед выступлением. Да, это самое, что ни на есть, стресс, страх, который и даже во время сна не уходит. Некоторые люди видят разные сны. Вспомните себя перед экзаменами. По крайней мере, у меня всегда так было. Если ждет меня какое-то волнительное, не то что выступление, а событие, я даже иногда вижу сны, да, какие-то здесь уже нужно обратиться, наверное, нейропсихологам, они это все объясняют, но это есть, это самый большой страх. В день выступления вы проснулись, да, ночь перед выступлением это одно, но вы проснулись, вы знаете, что сегодня нужно в 3 часа выйти к студентам, к школьникам, к человекам, к людям, которые вообще еще сами не боятся, оказывается, да,
И, конечно, этот страх очень даже велик. Второй момент страха – это за 30 минут до выступления. Напряжение здесь еще вырастает, потому что ты уже как бы на площадке, ты уже увидел сцену, ты уже понимаешь, что это неизбежно. Утром ты еще мог сбежать куда-то, утром еще ты, куда ты можешь отказаться, заболеть, на крайней мере. Даже зная таких людей, которые очень боялись и даже желали заболеть, и они заболевали утром. Да, они как бы притягивали болезнь и таким образом как бы не выступали. Класс. Вот это у них, так скажем, вот психосоматика так все проделывала. За 30 минут. И, конечно, страх первой стадии – это во время выступления. Потому что ты уже на сцене, и каждый шаг, каждое слово, каждое твое движение будет строиться на страхе, потому что вот это уже непосредственно есть тот контакт с аудиторией, с атмосферой, и поэтому этот страх уже… Если первые страхи, они не имеют как таковой, точнее, они имеют отсрочку, да, за 30 минут до выступления ты боишься, но пока еще ничего не происходит. За месяц, там, во время подготовки, пока еще есть месяц, в ночь тоже как бы еще ничего не произошло, но во время выступления все, ты уже вышел, тебе некуда деваться. Поэтому я предлагаю сейчас с вами поразмышлять. И на самом деле эти приемы, которые сейчас я вам расскажу, они для кого-то не новы, кто-то уже и так их применяет. Некоторые приемы я где-то подглядел, прочитал нужную литературу. Некоторые для меня являются новаторскими, то есть авторскими. Я в практике, даже сам не осознавая, прибегал к этим приемам. Но когда уже подготовил это выступление, я просто вспомнил свои приемы, подумал, что это же мой прием, и готов ими тоже поделиться. Давайте начнем с первой стадии, во время подготовки к выступлению. Тот самый момент, когда вам сообщили, что у вас ждет выступление, когда у вас есть, ну, не выступление, возможно, это встреча, возможно, это доклад, возможно, это что-то связано с публикой, да, с публичным выступлением. Что нужно делать в первую очередь, чтобы у вас вот этот стресс минимизировался? Как вы думаете? Все очень просто. Все очень просто. Так, Алла-Ниталя? Вот, да, волшебство 5 минут. Все очень просто. Надо всего лишь подготовиться. Чего мы боимся? В первую очередь, вот в выступлении, во время, так скажем, подготовки. Это то, что наше выступление не будет должным образом, не произойдет. Верно? То есть первый страх – это то, что у нас выступление не готово, что у нас нет материала, что у нас нет темы для разговора. Поэтому я даже не говорю, что нужно блистательно подготовиться, знать тему, знать область, которую ты будешь освещать, тему, которую ты будешь рассказывать. Я говорю о каких-то базовых приемах, которые я использую. Волшебство первых 5 минут. Что это означает? Самый большой страх во время выступления – это, конечно же, первый контакт. Ты вышел, начал общаться, да? И, как нам известно, публика принимает или не принимает спикера с первых 5 минут. Поэтому у меня есть такое правило. Подготовь на зубок первые 5 минут. Во-первых, отрепетируй, придумай какие-то фишки, придумай, возможно, какое-то интро, возможно, какой-либо уникальный разряд. Вот, например, даже сегодня у нас ребята вышли, что-то станцевали. В принципе, это их фишка. Это и мне помогло в этом плане, потому что это разрядило вас, вы успокоились, и я уже тоже вышел спокоен. Первые 5 минут. Это самое важное. У меня были мероприятия очень даже высокой важности, с участием первых лиц республики. И я всегда для себя решал. 5 минут. Главное отстоять 5 минут, потом уже все привыкнут и к тебе, и к атмосфере. И эти 5 минут я всегда на зубок готовил. Поэтому это первое правило. Будь полезным зрителем. Конечно, чтобы не стрессовать во время выступления, нужно быть максимально полезным, чтобы тебя слушали, чтобы вникали, чтобы каждый вдохновлялся тобой, твоей речью, чтобы для себя они решали, что
ты крутой, ты классный. Понятное дело, ты должен быть им полезен. Вот, например, сегодня, как минимум, в этом пункте я постарался, потому что то, что сейчас я вам рассказываю, я уверен, умным людям очень полезно. Не умным не полезно. Да, поэтому сами решайте, вы какую сторону баррикады выбираете. Так вот, полезность. Вы понимаете, что во время подготовки ваша речь должна быть максимально полезна. Второе, следующий совет. Готовы шуточки? Не всегда, не каждому свойственно импровизировать в области шуток. Да, есть люди, которые могут моментально что-то отловить, что-то подшутить. Это классно. Но если у вас такого навыка нет, я предлагаю всегда заиметь какие-то шутки, которые заходят. Мы их называем именно словом «заходят». То есть человек в любой непонятной ситуации отшутился, эта шутка зашла, люди сняли напряжение, ему стало классно, его подбодрили, ему поаплодировали. Это классно. Поэтому всегда готовьте какие-то небольшие шуточки. Знаете, эти шуточки, если вы часто выступаете, они и сами по себе появляются. То есть иногда методом проб и ошибок человек шутит, для следующего выступления он запоминает эту шутку, может быть, даже дорабатывает, и потом неоднократно использует. Такие шутки всегда есть. Например, я сегодня вам сразу вначале сказал, что или нас пригласил специального переводчика, да, человека с 2 образованиями. Пожалуйста, встречайте, это я. Эту шутку я до этого уже неоднократно произносил, поэтому, когда я понимаю, что есть вот аудитория, которая не понимает татарского, или есть двуязычная аудитория, я всегда, не всегда, но периодически, понимая аудиторию, я прибегаю к этой шутке. Поэтому иметь какие-то вот такие фишечки, это не всегда могут быть шутки. Это может быть какой-то интерактивный момент, который ты всегда знаешь, да, общение с залом. Например, можно как-то в виде игры это все проделать. Давайте поднимем ручки, давайте споем. Всегда есть вот такие интересные фишки, которые у тебя в кармане есть. И вот как раз-таки в чем тут борьба со стрессом, со страхом, вы у меня спросите. Вот имея в багажнике, в своем багажнике эти фишки, вы будете спокойны, что как минимум у меня есть вот это фишка, это шутка. Снизить уровень неизвестности. Что это означает? Это означает, что перед выступлением очень важно понять тебе, как спикеру, все моменты, формат, а, особенности того мероприятия, в котором ты будешь выступать. Да? Что это означает? Есть люди, которые инициируют это выступление, есть организаторы, есть люди, которые тебя приглашают. Твоя задача максимально узнать все подробности по поводу технической части, по поводу времени, по поводу аудитории. Потому что вот когда меня Ильнас пригласил, я у него заранее спросил, кто будет, какая публика будет, будет ли жарко, да, он мне соврал, сказал то, что будет комфортно, оказался соврал. Кондиционер будет, Борсда и Ветешли. Да, в этом он немного меня подвел. А? Да, он меня подвел, поэтому я как бы готовился. Можно, наверное, включить, да, потому что, зная, что кондиционер будет, я постарался быть максимально стильным и поверх черной футболки надел рубашку, но сейчас я понимаю, что без кондиционера лучше бы мне снять, да? Вот, класс. А некоторые вообще тоже не знали специфику и даже в тюбетейках пришли. Думаю, что будет хорошо, да. Так вот, а сейчас уже, более-менее, какой толк? Я уже немножечко спотел, а ты включ. Хорошо. А? Ладно, ладно, у кого-то искусственный кондиционер, да, здесь? Нормально все охлаждается. Но, как говорится, есть люди с менее привлекательными прическами. Нам-то в этом плане неудобно. Так вот, снизить уровень неизвестности. Чтобы побороть ваш вот этот первый страх первой стадии во время подготовки, максимально узнавайте детали выступления, максимально узнавайте, что вас ждет, какая будет аудитория. Потому что выступать, например, перед вами это одно. У меня был случай, когда я спросил, кто будут зрители. Мне сказали подростки.
Я подготовил тоже какую-то тему, выступление, довольно серьезную тему, на мой взгляд, очень интересную подросткам. Когда пришел на площадку, увидел, что там сидят школьники, пятиклассники, которым точно то, что я буду говорить, было не то, что не полезно, а даже неинтересно. Знал бы я, что будут дети, я подготовил какие-то интерактивы, да, потому что уровень, понимаю, для вас выступать какой-то полезной темой – это одно. Поэтому максимально узнавайте, кто будет, что будет. Как только вот эти детали вам будут известны, вам уже будет спокойно. Всегда вот эта неизвестность, она пугает и прибавляет вам стресса. Стадия 2. В ночь перед выступлением. Здесь на самом деле совет только один. Знаете какой? Это априори. А перед тем, как выспаться, это универсальный совет. Любой жердяй бараттырган. Ильназ, совет в ночь перед выступлением. Подготовиться к утру задолго до сна. Что это означает? У вас, наверное, неоднократно бывали такие случаи, даже вот у студентов бывает, да, утром, например, экзамен, ну, днем, да, экзамен, вы ничего не доделали, и говорите себе, окей, сейчас я лучше высплюсь, и утром проснусь немного пораньше, подготовлюсь. И, как правило, утром не всегда получается проснуться рано. Как правило, ты даже выделяешь себе какое-то время, там 2 часа на подготовку, на прочтение какой-то темы, но обязательно утром вот эти 2 часа кто-то у тебя занимает, что-то происходит, ты не успеваешь. И поэтому мой главный совет, если вы хотите быть спокойным и спокойно спать, то подготовьте все уже задолго до сна, чтобы утром не напрягаться, чтобы утром, например, если вам нужно что-то из атрибутики, что-то из одежды. У нас, у ведущих, у артистов неоднократно такое бывает. У нас, например, выступление днем или вечером, концерт или какое-то частное мероприятие. У нас очень часто бывает, что мы всегда не успеваем, и мы говорим, окей, хорошо, завтра еще до выступления у меня время есть, до 6, например, и я успею заглянуть в магазин, купить себе те самые ботинки, которые мне нужны будут. И, как правило, именно в этот день этих ботинок нет, именно в этот день в этом магазине нет, надо бегать в другой магазин, ты уже забегался, ты уже волнуешься, ты уже стресс, у тебя нет времени, чтобы просто успокоиться, подумать о мероприятии, подготовиться, так скажем, морально, тебе нужно просто решить вопрос, где же, как-то. Например, сегодня у меня в этом плане была своя ошибка, я признаюсь. Я думал, что, опять же, по словам организаторов, все, что ноутбук быстро подключится, все нормально произойдет, да, потому что до этого проблем не было. И пришел увидел вот такую картину. Видите, обычно, по-моему, должно быть просто черный экран, ну, черный фон, а тут фиолетовый. Это не означает, что фиолетовый свет кайф медиалаборатории. Это означает, что проектор как-то неправильно соединился с MacBook. Видимо, соединяется, то ли драйвера, то ли что-то еще. Вот моя ошибка, я задолго до этого не уточнил. Я просто подумал, что это все нормально работает. Или как минимум мне нужно было отправить PowerPoint, файл PowerPoint Ильназу, он открыл бы, посмотрел бы, сказал, все нормально. Поэтому мне до выступления пришлось 10 минут потратить на то, чтобы вот эти технические моменты решить. Да, хотя я эти 10 минут мог просто спокойно релаксировать, настраиваться на разговор. Поэтому всегда перед сном обязательно удостоверьтесь, что все нормально, все готово. Следующая стадия – это в день выступления. Вы утром проснулись, да, у вас есть некое количество времени, часов до выступления, и это тоже, вот эта неизбежность, понимание неизбежности вас тоже пугает. Сіз қорқасыз шылай ма? Вы начинаете мандражировать, и этот страх, с ним ничего нельзя поделать на первый взгляд, но и здесь есть некие фишки, лайфхаки, которые вам помогут как минимум снизить этот уровень. Что мы делаем? В первую очередь, почувствовать себя хозяином территории. Я называю этот термин «почувствовать себя хозяином территории».
Если у вас выступление в каком-то зале, у нас, как правило, у артистов в концертных залах, в ресторанах, в вашем случае это вот КФ медиалаборатория, я предлагаю вам приехать в любом случае заранее, даже до публики. В моем случае это, опять же, моя ошибка. Ну, моя ошибка связана с тем, что мне сегодня не платят, а в основном платят, поэтому я всегда приезжаю заблаговременно. Шутка. Особенно тем, кто первый раз выходит, первый раз делает только первые шаги в публичном выступлении, обязательно приезжайте пораньше и почувствуйте себя хозяином. Что это означает? То есть для вас местность, сцена должна быть уже знакома. Походите, просто посмотрите, да, почувствуйте, что вы уже неоднократно здесь вели мероприятие, что а, как бы это звучало не научно, есть некая, так скажем, ментальность, да, ментальная связь зала, аудитории и обстановки. Вот как люди друг к другу привыкают, с людьми это понятно, да, люди разговаривают, общаются, мыслями делятся, но у зданий, у площадок тоже есть некие такие свои поля, которые нам непонятно известны, но мы можем с ними тоже подружиться. Надо почувствовать себя хозяином территории, надо походить, надо немножечко привыкнуть, потому что всегда страшно, что неизвестно. Например, зная, где у нас есть туалет на всякий случай, где у нас можно сбежать с чертового хода, если тебя начнут бить. Всегда, всегда это полезно для тебя. Почувствуй себя хозяином территории. Слушайте музыку, которая заряжает. Эту технику я подглядел у стендаперов, у юмористов, которые шутят. Они вот, у меня есть приятели, которые занимаются стендапом. Я всегда замечал, что они перед выступлением, а, го- готовясь к выступлению, слушают музыку. Слушают музыку, которая их заряжает. У каждого, не обязательно музыка, у каждого это может быть свой лайфхак. У меня, я помню, перед международным фестивалем Татар-Жире у меня был такой прием, я смотрел выступление с Ургантом, да, потому что это мой любимый ведущий, человек для меня в плане юмора эталон, и поэтому я смотрел его выступления, его шутки, и таким образом заряжался. У кого-то это может быть Нашид Коран, все что угодно имя. Поэтому найдите вот именно тот контент, это даже может быть просто интервью Дудя, да, например, через вот этот контент вы тоже заряжаетесь. Может, любимый блогер, да, вот если у вас какой-то блогер, вы посмотрели, зарядились его эмоциями, его энергетикой, и вам становится проще. А с музыкой это работает, потому что когда вы едете, например, за рулем или просто в трамвае, надели наушники, у некоторых даже есть свои плейлисты той музыки, которая помогает расслабиться, помогает вернуться в детство, да. Поэтому это 100% работает. По делу глупости тоже очень интересный прием. Как правило, будет за сценой. Вы замечали, что люди, которые стрессуют, как-то начинают себя неадекватно вести? Некоторые люди там шутят, ну, как-то неуместно, какие-то глупости делают. Когда фотографируются, они таким образом хотят показать себя а, м, как бы вне вот этого стресса, да? Вы видели таких людей? Но со стороны это всегда кажется как-то... Со стороны это всегда видно, что человек немного стрессует, и поэтому он как-то немножечко делает глупости. А тут я предлагаю вам самим, даже зная этот прием, самим поделать глупости. Раз уж эта техника, этот прием человека немного разряжает, вы можете просто за сценой, как правило, у нас это за сценой, поделать глупости, да, как-то по- покорчить лица, пофотографироваться, сделать селфи. Эти глупости вам тоже помогут немного расслабиться. Поверьте мне. Алдағысы, поговори с авторитетом. Кімге кім авторитетным айтты. Смотрите, что это означает. Авторитет – это человек, в первую очередь для меня, авторитет – человек, который может меня успокоить своим, своим влиянием на меня. У меня был случай, когда однажды
на одно выступление приехал тоже один высокопоставленный деятель, но он не был заявлен в программе. Мне стало это известно непосредственно во время выступления. Мне сказали, вот Хазым Шушек Шекеле, надо будет объявить, и объявить как-то по-особенному. То есть у нас ну, он не любит, когда его как-то ошибаются. Когда ошибаются в его объявлении, надо обязательно... А у него и имя, и фамилия сложные, и плюс еще регалии какие-то непонятные. Еще организаторы мне подносят, я говорю, тогда принесите мне список их регалий. Организатор прибегает и говорит, вот что ты нарыла в интернете, это давно не обновлялось, возможно, правильно, возможно, нет. Конечно, у меня стресс. Я что делаю? Я звоню маме. Мой авторитет в этом плане, мой продюсер, мой коуч – это мама. У каждого есть вот такие люди, которые всегда умеют подбадривать. Есть люди, которые это делают наоборот, да, которые наоборот отнимают у тебя силы, которые наоборот у тебя могут твою самоуверенность отнять. Но есть люди, которые эту самоуверенность поднимают. Потому что с первых дней моих публичных выступлений мама меня всегда умела окрылять. Әнеге шалтыратам, әне мен айтады, улым, беги бәт шығыш жасадым. Хотя даже мне кажется, что иногда я выступил не очень классно, но меня не шалтыратады, айтады, улым прям беги бәт, мынандай бәт бола алмай. Мне мама всегда умеет говорить, находить те слова. Она не льстит, она выделяет те моменты моей натуры, которые и так сильны, да? Например, она не говорит, что я где-то перепутал слова. Она не говорит, вот ты так классно пошутил, то есть акцентирую внимание на твой успех. И таким образом ты на самом деле еще раз для себя возвышаешься, говоришь, точно я такой. Поэтому всегда имейте под рукой номер телефона или человека, который, вот, например, во время частных мероприятий у меня есть даже специальная установка, у меня есть помощница, и я, когда она начала у меня работать, одним из, так скажем, условий ее работы это было подбадривание меня. Потому что бывает истории случаются неожиданные, которые немножечко заставляют падать духом, да, что-то не случилось, ты немного замешкался, и в этот момент она очень уместно говорит, все классно, ты красавчик, класс. Если бы ты не был женат, я бы вышла себя замуж. Поэтому всегда вот с таким авторитетом, человеком, который вас подбадривает. Вот вспомните свои истории, да? Бывало у вас, что у вас было, кейфтше, что вы падали духом? Кто-то подбадривал. Было же такое? Да, вот этот прием, он всегда работает. Стадия номер 4 во время выступления. Вот эта стадия, еще раз. По-моему, там это стадия 5 была. Вас пора ли? Алга. Ну да, все. Во время выступления все, аңлашылды. Давай вода с лимоном. Вода с лимоном в день выступления, потому что это 5-я стадия была. Буталгананда. Всегда проверяйте техническую часть, понимаете? Я же вам говорил, что всегда готовьте, всегда проверяйте, все ли нормально, все ли правильно. Это важное правило, которое я никогда не пренебрегаю. Я всегда смотрю, все ли нормально. Я просто эту презентацию немножечко адаптировал под вас. Там слишком глупые приемы просто убрал, оставил только лучшие. Вода с лимоном – это мой прием. Это мой прием для уверенности и для… есть язык тела и есть, так скажем, у организма есть тоже свои зажимы. Вот стресс иногда может быть связан не столько с мышлением, не столько с умом, да, а еще с языком. Да? Если, например, ты ходишь там немного сгорбившись, если у тебя неуверенная походка, это все еще влияет на твой мозг. И я в свое время понял, что прям классная штука перед выступлением – это Red Bull.
Серьезно говорю. Выпиваешь Red Bull, энергетик, класс. Но после там полугодовалого использования Red Bull я понял, что это классно только во время выступления. Потом это совершенно не классно. Red Bull дает тот заряд, который на твое выступление на 5 там, часов хватает. Ты в драйве, но потом это выходит тебе боком. Во-первых, организм. Что такое Red Bull? Это энергетик, в составе которого таурин и кофеин. Да, это природные вещества, которые дают человеку заряд. Но у человека есть объем заряда, который человек может вырабатывать. Таурин и кофеин помогают тебе этот заряд как бы восполнить из твоих каких-то запасов. Так как ты во время выступления из запасов берешь этот заряд, потом нужно это восполнять, а восполнение происходит очень сложно. Поэтому я отказался от Red Bull и придумал очень экологичный прием. Это вода с лимоном для меня. Я перепробовал разные сочетания, где-то грейпфрут, яблоко, потом понял, что обычная вода и пару ломтиков лимона, это, ну, конечно, по концентрации не совсем Red Bull, но я понимаю, что оно не может быть схожим с Red Bull, потому что опять та история уже будет повторяться, да, у тебя будет выделяться запасы энергии из залежей. Поэтому вода-лимон мне очень помогает взбодриться и чувствовать себя более комфортно на сцене. Кстати, есть у вас вода? Суварма просто? Хотя бы без лимона. Можно, пожалуйста? Вот мой технический райдер не выполнили сегодня. У каждого свое. У кого-то молоко, может быть, имя. У каждого свое. И вот смотрите, еще раз, вода, лимон, турсон. Кстати, наряду с этим советом я бы рекомендовал вам, возможно, наоборот даже, понять некоторые привычки, которые у вас, наоборот, забирают энергию. Вот, например, как пример, курение вред, мы прекрасно знаем, но очень распространилась сегодня культура вейпа, да. Я не сторонник, но я однажды попробовал, чтобы понять, что это такое. Перед выступлением однажды организаторы ходят, я такой, можно попробовать? Попробовал. И я точно понял, что вейп у меня отнимает силы. Я там пару раз затянулся, вышел на сцену, и я сначала даже не понял, почему у меня такое бессилие, да, почему-то у меня силы отнялись. Потом уже анализировал, понял, что у меня вот от вейпа оказывается, а вейп, опять же, там есть никотин, который действует на легкие, еще на сердце. И вот, после этого я понял, что вейп это не мое, и ни в коем случае перед выступлением не нужно мне употреблять. Поэтому для себя имейте в виду, есть некие фишки, которые вам дают заряд, а есть некоторые моменты, есть некие привычки, которые у вас отнимают заряд. Верно? Например, например, у блогеров может быть привычка перед выступлением все снимать, да, да, вот. Есть такая привычка. Это даже не привычка, а образ жизни. Ну вот, не знаю, как у вас, опять же, я иногда совершенно точно понимаю, что лучше перед этим выступлением, мне это на это лучше не отвлекаться, да, потому что ты пока думаешь про ракурс, про какие-то интересные ходы, ты отодвигаешь свое выступление, и это мешает потом сконцентрироваться. Вот это та привычка, от которой можно отказаться. Запах успеха. Беләсезме нәрсә ул? Су бармы? Кайнаталар. Запах успеха. Смотрите, тут все очень просто. Есть у каждого из вас, наверное, любимые духи, парфюм, да? У некоторых какой-либо запах, парфюм вызывает определенные воспоминания, эмоции, какие-то какие-то
желание, если там есть феромоны. Вот у меня есть духи, которые помогают мне почувствовать себя увереннее. Я, опять же, перепробовав разные запахи, понял, что вот конкретно марка этих духов меня освежает. Поэтому у меня всегда в кармане, в рюкзаке имеется этот парфюм, и перед выступлением я просто брызгаю. Класс. Во-первых, тут есть два полезных момента. И для себя ты уже почувствовал себя уверенно. И если контакт там, с публикой близок, то и для публики. Публика тоже как бы от запаха чувствует твой успех. Поэтому всегда эту фишку применяйте. Следующий техник – горячий рот. Или у нас будет техника на курсе триерами. Давайте так, эту технику я вам проведу в самом конце. Да, очень интересная техника. Стадия 5. За 30 минут до выступления. У нас повернулось, получается. Да, все нормально. За 30 минут до выступления. Ну, за 30 минут до выступления здесь вот... Öyle, ne секунда? Я поменял четвертым с пятым, да. То, что я рассказывал, это да, за 30 минут выступления, а вот во время выступления, сейчас я рассказываю уже во время выступления. Найди союзников. Вы, наверное, неоднократно замечали, когда говорите с кем-то в компании, всегда обязательно найдутся те люди, которые очень пристально вас слушают, да, благодарны, улыбаются. А есть люди, которые смотрят в телефон, от которых исходит такая негативная энергетика, которая забирает у вас силы. Поэтому все очень просто. Все очень просто. Если хочешь более-менее спокойно выступить, находишь человека, который вот смотрит, благодарит тебя, улыбается, и стараешься больше на него отвлекаться, чем на людей, которые, говоришь, вот в телефоне сидят, да, тем более первый ряд, и ты видишь, что это человек совершенно неблагодарный, тем более тахаряты бузулган уже. И, конечно же, посмотрев на таких людей, ты не хочешь дальше продолжать речь, да? Тебе кажется, что ты неинтересен. Тебе кажется, что... Хотя, возможно, даже из 30 человек, если ты будешь полезен двум, трем, и они уйдут окрыленными, это уже успех. Тебе не обязательно, у тебя нет задачи обязательно всем понравиться. Это уже не твоя проблема, если тебя кто-то не принимает, кто-то полезным не считает то, что ты говоришь. Это не моя проблема. Если я нашел двоих хотя бы людей, которые после выступления ко мне подойдут, скажут, у тебя прям очень классные советы. Вот как раз мне этого не хватало. Все, я свою миссию выполнил. А люди, которые не слушают, не то, что это их проблема, просто не срезонировало, да, это ему не нужно. И все, окей. Поэтому не отвлекайся на них, не смотри на них и, точнее, смотря на них, не делай выводы. Смотришь, думаешь, ой, меня никто не слушает, тебе стало еще хуже. Посмотрел на людей, которые даже сами не осознавая, у тебя могут еще энергию брать. Есть такие люди, энергические поле у разных людей разное. Кто-то прям добрый душой, не то что добрый, вот у него такая энергетика, он прям сияет вот эта энергетика, смотришь на него, тебе классно. А кто-то, казалось бы, и смотрит на тебя, прям классно, смотрит на тебя через черные очки, еще лучше. Но этот человек забирает у тебя энергию. Поймите сразу, заметьте этих людей и лучше не смотрите на них. В моем случае я уже достиг, наверное, такого уровня выступления, что в первые минуты, секунды я уже таких людей определяю, да, и чтобы не было в дальнейшем, так скажем, каких-то непониманий друг с другом, я даже на этих людей иногда подсматриваю. То есть от этого мне не становится хуже. Но есть люди, которые, особенно первый раз выступают, вышли, посмотрели, и так были, так скажем, робкие, а так посмотрели и еще больше растерялись. Була Мышлай? Була. Так, ага. Суық ма әлі ол? Суық. Суық. Никогда не пейте холодную воду. Для голоса это
это самое ужасное, что может быть для выступающего. Всегда пейте, вообще старайтесь пить теплую воду. Даже со стороны медицины ежедневно пить холодную воду запрещается. Пейте теплую воду. Немножечко даже не комнатной температуры, а разбавляйтесь с кипятком, азрак желом сарахны тегес. Сделай вид, что так должно быть во время выступления. Что это означает? Что это бы означало? Бывают случаи, когда что-то происходило не так, да? Ты что-то забыл, ты что-то не так сделал, и надо, конечно, дойти до этого уровня, владеть каким-то мастерством, но всегда это только ты знаешь, как должно было быть твое выступление, да? Это только ты можешь понять, точнее, это только ты, если правильно к этому отнесешься, будешь знать, что что-то было не так. А остальные могут даже этого не понять. Поэтому это особое мастерство. Вот даже я вам пример хочу показать. Видео нашей Юрия Пламике. Да-да, дальше говор. Там Барнабас. Да-да. Просто плеерағына басайын деп кетесі ее. Все. Так должно было быть. Yok yok, музыка yok oynandı. Оп! И продолжу, как ни в чем не бывало. Это все утрировано, но, в принципе, так и выглядит. То есть если что-то так не так было, ты моментально в моменте отреагировал, отшутился и пошел дальше. Все очень классно. Вы же поняли, что я имел в виду? Аңлайсыз бит? Китте калгатаба. Признавайтесь вслух о своей проблеме. Кстати, вот этот пункт и предыдущий пункт, они немного друг с другом конфликтуют, но тоже нужно уметь находить правильный баланс. Бывает, что лучше признаться о своей проблеме, как бы об этом сказать. Вот, например, я сегодня неоднократно говорил, да, что я что-то забыл, что какие-то моменты я не учел. Как бы таким образом я признался честно. Во-первых, мне стало самому классно. Во-вторых, вы меня тоже как бы за это не осудили. Я в легкой форме вам просто сказал, что вот что-то пошло не так, да? Я перепутал слайды или что-то еще. Потом. И старайтесь не отвлекаться на мгновенные, на спонтанные реакции, вопросы, потому что вы таким образом можете сбиться с темпа. Вопросы всегда оставайтесь на потом. Только потом, да? Потому что сейчас я буду отвечать, все, я сбился с темпа. Монеточку. Этим приемом я не пользуюсь, но у этого приема тоже есть сила. Да? Некоторым людям, особенно девушкам, очень важно уметь молчать во время спикера. Очень важно за что-то держаться. За руку, например, мужчины, имя. Козлар, например, во время там церемонии, регистрации держатся за руки отцов, барбитшунды, потому что это не просто придумано, это на самом деле напряжение снимает. Вот вы, наверное, даже сами знаете, да? Во время даже каких-то стрессовых ситуаций многие начинают что-то мять. Иногда можно придумать какую-то штучку, которая тебе будет незаметно для всех тоже вот это напряжение сглаживать. Например, монеточку ты держишь в кулаке, и ты понимаешь, что ты за что-то держишься. И туда и ходит твоя, как бы, не то что негативная энергетика, но ты понимаешь, что вот у тебя есть точка опоры. Это может быть монеточка, это может быть, не знаю, какая-то резинка, ручка, да. Но желательно, чтобы это не так было заметно. То есть это будет ручка без проблем, но если это костыли, это уже заметно. Если, конечно, это костыли тебе на самом деле не нужны. Китте галатаба.
Магия дыхания. Кстати, вот эта штука тоже очень интересная. Я, как владелец Apple Watch, да, 10% скидка и ребро, коррегес. Я начал пользоваться разными фишками, такими технологичными. И Android'larda бар, телефонlarda бар. Есть такие приложения, которые балансируют твое дыхание. Буквально за 3 минуты можно в моменте вот стресса, в моменте перед сном просто повторить. Это все научно, это все научно. Там есть секунды, которые нужно задерживать дыхание, есть там глубокий, короткий вдох-выдох. Это все научно. Ты как бы расслабился, ты выровнял дыхание, это тоже тебя успокаивает. Киттыгалатава. Послушать других спикеров тоже неплохой совет. Если у тебя выступление не первое, сидеть среди зрителей или со стороны, послушать остальных. Во-первых, ты увидишь, что они тоже боятся, стесняются, и у них тоже есть косяки. Ты как бы сначала думаешь, что ну, люди, в принципе, они идеальны. Не то, что идеально, тебе кажется, что вот этот спикер, он крут, но когда ты посмотришь со стороны, увидишь, как он такой же, как и ты, тебе станет проще. Плюс ты можешь уловить его какие-то мысли, чтобы не повторяться, чтобы тебе удобно было выступать. Техника горячий рот. Ну, давайте вместе эту технику и проработаем. Помните, я вам говорил? Техника горячий рот до выступления очень помогает размять рот. И, конечно, когда у тебя речь и дикция хорошая, тебе тоже спокойно. Техника горячий рот, для этого может быть музыка куйблама или нас. Давайте так. Ага, горячий рот дегаш молодар шығып кеттілер. Это не то, что вы подумали. Можете вернуться. Смотрите, это техника, с помощью которой мы делаем гимнастику рта. У рта тоже есть гимнастика. Давайте все вместе это в конце моего выступления и проделаем. Можете встать, чтобы вам удобнее было. Музыка какой вер матура? Да, тоже нас могут кураторы могут выйти, чтобы всем показать. Еще раз, ребята. Еще раз, выходите. Кураторы. Выходите, да. Выходите, тиражировать. В общем, первое упражнение – это натягивание, ну, значит, натягивание губ на зубы. Выглядит это так. Губы верхние и нижние натягивайте на зубы. Узелканы вертышки. Понимаете, из-за этого как почему горячий рот, потому что рот на самом деле у вас становится таким теплым. Буквально минут, секунд 20, даже после этого упражнения поговорите, вам становится немного легче говорить. Есть такое? Есть? Второе, язык вокруг рта. Дикматор, Эйвер. Смотрите, язык вокруг рта, вы должны, опять же, вокруг внутренности губ провести языком, сделать круговое движение. 8 раз по часовой и 8 против часовой. Это выглядит так сексуально. Губами рисуем цифры. То же самое, просто губами рисуем от 1 до 10 цифры. Попробуйте мысленно. Получается? Челюстью двигать не надо, только губами. Вот это 1, вот это 2, 3. А вы ничей у нас? Ну-ка угадай. Молодец! А вот это? Класс. А вот это? Двузначное число было. Молодец. Міне бейт. Білесің сен ауызларда толк.
Так, покусывание губ. Тут тоже очень просто. Сначала верхние, покусывайте немножечко. Надо зубами покусывать. Нижние, ну, не до крови, конечно, но покусывать довольно заметно. И настрой тембр голоса. Для ведущих особенно важно иметь свой тембр, поэтому от нижнего до верхнего диапазона можно немножечко для себя, так скажем, отстроиться. Например, низким это звучать так. Эффект Александра Аревы. Чувствуете? Чувствуете? Связка что делает? Ярамы? Нига ярамы. Ты, понимаете, связка ярамы идет наоборот. Когда ты достигаешь предельных значений связок, это сен жырлы транкшлер, жырлаушыларға бәлки ярамыйдыр, сөйлеушілерге ярай. Айдәлі көрсетелі нешік? Но это через нос, а я сейчас именно... Записывайтесь на уроки голосовых связок. Как зовут? Фамилия. 1000 рублей. Касса через меня, потом договоримся. Глубокая тема, здесь можно бесконечно спорить, но мне это помогает. И главное, это мне нравится. В общем, чувствуйте себя уверенно, выступайте при каждой возможности, и тогда счастье придет. Спасибо всем. Ибзур Ахмад. Ура! Так, буквально 3 вопроса бесплатных. Есть вопросы? Вот у меня есть вопрос, можно? Пожалуйста. Как побороть страх под выступлением перед авторитетом? Так, все мое выступление было про это. Ну, вот именно, вот, например, на меня смотрит организатор, там, начальник, или вот мама. И вот у меня дикие, допустим, Отлично. волнения у меня Все, ладно. начинаются. Вот тут было несколько приемов, которые... Некоторые приемы вам подойдут, некоторые нет. Например, перед авторитетом выступаете, прием про подготовку, про шутки. Возможно, заранее подготовленная речь вам поможет как бы не бояться авторитета. Где-то техника вот даже рта. Любая техника. Я же авторитет в этом плане это всего лишь как бы одна часть аудитории. Тут можно бесконечно задавать вопросы, спрашивая, как выступать перед авторитетом, как выступать перед родителями. Это все обобщенно. То есть любая техника, которая вот здесь поможет, которая применится, сложится. То есть ты готов, ты сделал, ты почувствовал себя хозяином, то есть хватит профессиональная вещь. А вообще, если смотреть именно с психологической точки зрения, это уже другое выступление. Как себя готовить ментально, как себя настраивает, это уже вопрос не мне, это уже какому-то специализированному психологу, наверное, вопрос. Это уже. Я сейчас рассказал про такие легкие в использовании лайфхаки, фишечки для обычного смертного. Если у вас есть работа с мышлением, так скажем, с своим внутренним сознанием, это, наверное, психологом, ментором и кому-то еще. Это другой вопрос. Tamam bana sorular. Друзья, есть у кого-нибудь еще вопросы? Во-первых, надо понимать, для какого возраста выступаешь. Вот, ты же, зная, для кого выступаешь, ты понимаешь, что им может быть интересно, что у них вызовет интерес. Это про какой случай сейчас мы говорим? Смотрите, я же всегда выступаю, меня приглашают в контексте моей профессии. То есть меня же не приглашают на выступление рассказать про проблемы педиатрии. Я сколько бы там не желал им что-то рассказать, я не смогу им рассказать. Про
сегодняшнее выступление, например, меня пригласили ораторское искусство. Так как я человек ведущий, так как у меня есть свой наработанный, так скажем, фишечки, я просто начинаю их собирать. Вот, например, даже это выступление, у меня это выступление появилось не сразу. Это выступление у меня однажды просто я задумался о том, что есть страх, что их можно побороть. Для себя фишечки свои просто вычленил, да, вот, ага, вода с лимоном, класс, отлично. Потом потихоньку начал набирать, там, изучать тему, узнал, что есть там стадии стресса, подготовка, не подготовка. Потом подумал, что я делаю. Ну, это все получается, ну, такой комплексный подход. У каждого свои приемы. Ну, вот что я сегодня делал? Я кого-то подчеркивал, я шутил, наверное, да. Я как-то еще давил на эго. Помните, я говорил, что человек кому-то полезно? То есть я для себя сразу дал понимание, что если кому-то это нужно, он не отвлекается на телефон, слушает класс. То есть а, зону ответственности для него назначил. Здесь уже больше риторика. Для кого-то сказал, да, даже подшутил, сказал то, что для неумных я сегодня не выступаю. Человек, ага, только черная риторика. Есть разные приемы. Кто-то кричит, кто-то может просто обидеться, уйти. Конечно, пожалуйста. Пожалуйста, Аида Газара. Ваш друг ближайший, на которого в случае какой-то ошибки вы нагнать не можете. Но при этом и люди, которые ждут результата этого мероприятия и хотят, чтобы была какая-то лажа. И тут пропадает звук микрофона. Что делать? Это тут не только звук, тут и свет может. Смотрите, я когда-то, когда пропадал микрофон, я старался говорить без микрофона. Да? Например, 100 человек без микрофона. Я думал, что лучшего выхода нет. Есть, толку нет, если аудитория не позволяет, толку нет говорить не в микрофон, кричать, во-первых, ты сорвешься сам, тебя никто не будет слушать. Это бесполезная штука. Для этого нужно или обладать очень хорошими вокальными данными. Я в этот момент просто брал паузу, говорил, что давайте подождем, технические неполадки исправим. То есть я заранее говорил о проблеме, ну, из микрофона, хотя бы под этот момент. Говорил, что сейчас технические неполадки, подождите, пожалуйста. Уходил, что-то настраивали, когда микрофон появлялся. Это в первую очередь про уважение к себе, да. Это не про профессионализм, который, помните, раньше говорили, что вот артист, даже когда микрофон пропал, он начинает петь. Ведущий, сегодняшний ведущий, особенно на сцене, он не обязан говорить без микрофона. Он, на мой взгляд, если он будет без микрофона говорить ну, в концертном зале, это ничего не даст. Это то же самое, например, тебе нужно скопать какую-то большую яму, у тебя есть экскаватор, ты копаешь, класс, копаешь, у тебя экскаватор сломался, ты берешь лопату и продолжаешь копать. Это классно. Я думаю, любой экскаваторщик скажет, я пока подожду, пока экскаватор доремонтирует. Он ни в коем случае не пойдет лопатой копать вот ту самую большую яму, верно? Вот то же самое. Ты ждешь, ни в коем случае, для меня это табу. Если не работает микрофон, это тем более не моя проблема. Я говорю, техническая неполадка, возвращаемся попозже. Есть ли у нас еще вопросы? Пожалуйста. Женат, маловар. Первая моя радиостанция появилась в 5 классе. В 5 классе. Я с детства очень любил все, что связано с телевидением, радио, да, я мечтал, я об этом думал. И первая радиостанция, которая у меня была домашняя радиостанция. Я попросил отца смастерить мне такое интересное приспособление, микрофон с магнитофоном у меня в комнате, а звук уходил в зал. Когда приходили гости, я импровизированно начинал вести свое радио, говорят,
говоря словами, типа, вот у нас Айваз Радиус, у нас сегодня гости, пришли на день рождения моей мамы, вы можете поздравления свои передавать, заходите ко мне в комнату, за 2 конфетки поздравления, за 3 конфетки поздравления с музыкой, пожалуйста. Это был мой первый опыт и первое рвение. Потом уже в 9 классе была у меня первая интернет-радиостанция, которая вещалась уже из дома тоже. Это была уже полупрофессиональная студия. Я вещал в интернете практически по всему миру. Появились уже, Яшта Радиус называлась тогда, возможно, кто-то из старперов помнит. Потом на первом курсе у меня было Арское радио. Потом, после окончания Арского педагогического колледжа я начал работать на Татар Радиусе. Практически, вот говорю, уже с 10 лет у меня всё. И первые вообще публичные выступления у меня, как у всех, у многих, были в школе. В школе, в садике не помню, но в школе точно. В школе я выходил, в школе мне уже доверили первые какие-то утренники, какие-то концерты. Я выходил, я рассказывал стихотворение. Просто в школе через эту практику проходят практически все. Да? Согласитесь, что, в принципе, это тот самый опыт. Просто кто-то, будучи очень верен вот к этому направлению, уже из этого делают профессию. Да? Все рассказывают стихотворения в детстве, все. Все поют, плюс-минус. Только единицы становятся певцами ведущими, верно? То же самое, я просто очень был верен, и мне это доставляло огромное удовольствие. И даже до сих пор я продолжаю неоднократно работать над именно профессионализмом. И вообще у такого жанра, как ведение, нет, так скажем, какого-то профессионального предела. Человек всегда должен быть в тонусе, всегда должен себя пичкать новыми знаниями, техниками и обучаться. Нет такого, чтобы ты все стал ведущим, все остановился. Нет, наоборот. Ты уже начинаешь понимать, что очень много делал неверно. Даже вот через 5 лет я буду уже совершенно другим. И, возможно, я буду смеяться над моим нынешним состоянием, пониманием. Возможно, через 5 лет скажу: точно, оказывается, нужно было вот так развивать голос, а не так, вот так. Возможно, такое просветление придет. Тем более. Вопросы? Ульды? Все, вопросов, кажется, нет. Айваз, спасибо тебе большое за столь информативное выступление. Ребят, вы же согласны? Друзья, вам спасибо за то, что вы сегодня пришли, вы замечательная публика, и я надеюсь, что каждый из вас сегодня извлек для себя что-то полезное. Следующее занятие у нас будет во вторник.